жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан сулайма деп, қорқамын дос болуға жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп. Қыздар бұлбұл жігітділділ өтіп барат өмір хур-хур. Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Бүгін Честной кезек бағдарламада сіздерді көргеніме біз өте қуаныштымыз. Бүгінгі студиямызда Қанат Тасибеков және де Слава Неруш. Ну, как вы поняли, я устал, если честно, снимать уже чесноки. Скорее всего, что дальше у этой программы будет новый ведущий, но это мы так шутим. Привет, интернет. Сегодня мы решили поговорить вот с этим замечательным парнем, потому что когда мне рассказали, что человек как в совершенстве, не в совершенстве. Кстати, вопросу о совершенстве, почему позвал сегодня Канике, потому что все знают в интернете и не только за его пределами, что Канике это, уж он точно разбирается и может оценить знания казахского языка, собственно, Даниэлем. Потому что, я там вот, в принципе, даже понимаю многие вещи, что он говорит, но мне хотелось бы вот от вас, как говорится, как от эксперта, он вообще вот насколько... Слава, это такая подстава, мне кажется, сейчас наоборот будет Даниэль меня экзаменовать, мое знание казахского языка. Серьезно? После того, как он спел, вот, я еле сидел, хотел сказать, ой, ты гадай, да, слушайте, подождите. Не. У нас очень много людей, кто, знаете, выучил там, я не знаю, у каждой живой команды, которые работают у нас на тоях, на свадьбах, у них есть репертуар, я не знаю, 10 казахских песен, которые они поют хорошо. Но, насколько я понимаю, это вот у нас другая ситуация, да? Даниэль, как долго вообще ты учил казахский язык, скажи? На протяжении 5,5 лет так. Я конкретно, углубленно занимался казахским. Это причиной тому стало знакомство с моей будущей супругой. На вот данный так. момент моей супругой. Вот так. То есть, да. А сейчас в данный момент получается, что ты женат на казашке? Да. Вот так. Уже сколько лет? 5,5. Женат 3 года. Так в смысле, подожди, она тебе как сказала, что пока на казахском не заговоришь, никаких типа шансов у тебя нету, да? То есть я замуж за тебя не выйду. Это было моим личным желанием. Она мне ничего не говорила. Я с ней познакомился, и немножко трудностей было с контактом. Я понял, что мне нужно учить казахский язык, чтобы с ней как бы... Давайте... Қазақша сөйлейді, орысша сөйлей алмайтын қызды қайдан таптың, Шымкенттікі ме? Жоқ, өзіміздікі, я маловодныйдан болдым. В смысле, ты с маловодного жена, да, получается? Да. Вообще, вы Канике на казахском қазақша сөйлейтін ғой, да? Әрине. Отбасы ішінде тек қана қазақша сөйлеп жатыр. Ой, айналайын, жақсы. 3 жыл болды, бірге отбасы құрып жатқандарыңа. Балаларың бар ғой? Иә, әрине. Мен бір нәрсе сұрайын. В смысле, дети есть, да? Я вот, посмотрите, я все понимаю. Он говорит, конечно, әрине, я знаю, что такое. Сколько детей? Екеу балам бар. Екеу балам бар, Қызбен ұл. 2 девочки. Қызбен ұл. 1 мальчик и 1 девочка. Жарайсын, Даниэль, молодец. Слушайте, вы между собой разговариваете на казахском языке, потому что я, оказывается, тоже все понимаю. Вот. Я вот один хочу вопрос задать. На казахском языке. На казахском. Тіл оқу барысында қандай оқулықтарды оқыдың, қандай әдістемені қолдандың, әлде былай үйрендің ба, жай адамдармен сөйлесіп? Иә, адамдармен сөйлесіп. Мен бір оқулық сатып алдым Миламанда. Ол өздерін үйретеді. Өзім сабақтарını көріп. Люди, слушайте, я не устаю, радуюсь. Во-первых, смотрите, я радуюсь 2 вещам. Во-первых, я все понимаю. Вы сейчас у него спросили, ты где вообще казахский язык учил? Вот, он говорит, я пошел в Миламан, да, давай дальше продавай. Слушай. Жоқ, он былай қояйын. Қандай ережелерді білесің? Мақал мен мәтелдер? Жоқ, ереже дегенді білмейді екенсің. Септік дегенді білесің бе? Иә, әрине. Қандай септіктер бар? Атау септік, әлек септік, табыс септік, жалғыз септік, көмектес. Ережелерді жаттадың ба?
нені Ереже. салас құрбана сөйлем дейді. Чё. Я просто вот одну вещь Да, хочу да, сказать, да. что я вижу, как бы, на мой взгляд, Даниэль выучил язык вот именно вот по моей методике, ну, вернее, это методика, ну, как, Да-да-да. которую как бы я вот пропагандирую. Ну там, что- короче, есть одна нормальная методика, по которой можно Да. Что не надо углубляться как бы в дебри грамматики и так далее. Надо говорить, вот, ойляй, дана боласың, сөйлей, шешен боласың дейді ғой қазақта. Yeah. Вот. Для того, чтобы научиться говорить, надо говорить просто, надо практиковать. Ну, правильно, Люди так учатся. конечно. Например, я говорю, что, там, предположим, я поехал в Индию и только вот вышел на вокзале, и мне парень подходит и говорит, купи тапочки, ну, как парень, Да. мальчик там 6 лет ему, Да. или там 5 лет, говорит, купи тапочки, говорит, всего там 10 рублей пара. Да. Вот так вот, как я вам как сказал, вот таким образом. Вот. Я чуть не упал, думаю, насколько говорит хорошо. А потом, оказывается, ну, эта вещь, которую он тапочки продает, вот эту вещь прекрасно говорит. Потом дальше Не, ну, разговаривать. правильно, да, потому что- То есть для того, чтобы научиться разговаривать, нужно вот в нужных вот этих ситуациях, я тоже вот сейчас Даниэль, предположим, он когда говорит про семью, я думаю, хорошие темы, ну, как бы, откуда ты, значит, правильно, Да. значит, Не, ну Давно ли давайте, живет- не, ну Казахстан давайте, живет, давайте да, его качнем на какую-то другую там, Да. вот которую по вашему сценарию он должен не знать. Вот Самое, давайте самое. просто вот заради интереса. білмеймін енді оны жерден Я пока за чайком сбегаю. Мен сіздің ныспыңызды жадында тоқымай қалдым. Я это- Қайталап айтасыз ба? Слышите, Жигитер, я извиняюсь, Килинка Неруши, чай. Ныспыңызды жадымда тоқымадым. Тағы бір рет айтып жіберіңізші. Жаным туралы. Жоқ. Ныспыңызды. Не ол нұсқамызды. Все, поплыл, да, кажется? Да. Потому что, ну, видите, здесь Не, ну дело в том, ничего, что я его ничего. спросил, я вам сказал, я запамятовал, как вас зовут. Жад – это память. Жадна току – это, ну, запомнить. НСП – это второй, вот, ну, есть имя, как бы у человека, это ат. Сіздің атыңыз кім? Это менің атым Даниэль. Да. Сіздің наспыңыз кім? Это просто, ну, синоним этого слова, как бы, то есть уже как только мы зашли на литературный левел, Да, потому что у казахского языка в казахском языке огромное количество синонимов. Вам первому Вот я коньки. невысокого роста. Да, көп сөздердің баламалары бар. Вот я невысокого роста сам. Как вот думаешь, Даниэль, я на ты буду ничего, мы как бы Да. гораздо старше тебя, ты, наверное, как бы сыном моим где-то ровесник. Вот синонимов слова, которое обозначает человека небольшого роста, сколько, как ты думаешь, в казахском языке? Қазақ тілінде? Я казах тілінде. тебе не Я свадьбу так- вести, я- понял? Сен де Сен қаншасын білесің? Ну, кішкентай адам не деп айтасың? кішкентай, бойы ұзын емес. Бой ұзын емес. Не, ну он все равно Кішкентай. крутой, Да, смотрите, уже конечно, 42 да. знает. Да. Я вот Кичкинтай тоже А знаю. вообще 58 где-то, вот которые я сейчас вот на сегодняшний момент есть, 58 слов, которые обозначают это. Вот. То есть, как бы, это небольшая, как бы, ну, вернее, большая трудность казахского языка, огромное количество синонимов, да, вот. Вот я вот предлагаю, и предположим, он знает, как атыңызгым, как вас зовут, Да, предположим, уже в сторону, ныспыңызгым, уже он как бы, ну, это редко используемое имя. Поэтому надо как бы немножко вот язык стандартизировать с тем, чтобы вот такие, предположим, люди, как бы, Даниэль, предположим, как вы Вот могли это научиться. лучший учебник в стране, который нужно учить. Чтобы тебе перейти на след... Его написал вот этот человек. Я тебе... у нас же это интервью серьезное. Понимаешь, ты думал, как сейчас приду я к Нерушу, который по-казахски ничего плохо разбирается. А я пригласил, я пригласил тяжелую артиллерию. Вот, я тебе, я думаю, ничего, подарю я ему. Да, да? я напишу, я специально принес его как бы вот гостю сегодняшней Вот. программы. Там их на самом деле 2 книжки, вот, в смысле 2 тома. И тебе надо обязательно, одну тебе Обязательно. подарят, вторую сам купишь, ничего страшного. Вот. Не, здесь как бы надо степ-бай-степ. Ну, сперва вот первую книжку, потом Пока вот вторую, это. да, я Ну, думаю. нет, правильно, Да, потом да, как да. дойдет, то есть, как это, мы можем через полгодика тебя еще раз позвать Да, и посмотреть, экзаменовать. что там опять. Ну, вот мақал мәтелдер деп айттым ғой. Иә. Слова, ну, пословицы, поговорки там и так далее. Әрине. Иә. Мен білемін енді мақал мәтелдер өте жаңа жиі қолданады да қазақ тілінде. Жиі қолданады әр ахуалдарда. Сен қандай мақал мәтелдерді білесің? Айтшы мінекей. Мысалға, мен әйеліммен танысқаннан кейін бір мәтел үйрендім. Жақсы әйел жаман еркекті хан қылады. Так. Ас атасы нан болады.
мынау Бас адасына. иә дұрыс, мынау бірінші мақалдың несі бар, жалғасы бар. Жақсы әйел, жаман әйел, жаман күйеуді басын там төрге сүйрейді или хан қылады. Хан қылады. Я, а жаман әйел жақсы еркекті дан қылады дейді. Дан А. деген это, ну, в Иә, общем, в ничто тебя может превратить. Вот. Енді екінші жартысы бар. Так, ас, нан астың Иә. атасы. Иә, ендеше тағы мал кедейлігінен ақыл кедейлігі жаман. О, қандай терең нелерді. Иә, себебі мен сыртқа шыққан кезде халықпен сөйлесуде, мысалы біреулер мен туралы жаман ертектер айтып жатыр. Олар ойлап тұр, мен түсінбеймін. Бірақ мен жауап осы мақал мәтелі айтқан кезде олар ұялып жүр. Ал енді түрі басқа адамның қазақша түсінетін адамды білесің бе қалай айтатынын? Қалай, не деп айтады ол? Ақ құлақтар. Жоқ. Тесік деген білесің бе? Бас тесік деген білесің бе? Иә, басына тесік сияқты. Жоқ. Мынау басқа ұлттың адамы, қазақша түсінетін адамды, қазақтар айтады басы тесік бұның. Басы тесік. Иә, мәселен мен Слава екеуміз әңгімелесіп отырамыз ғой. Мен Славаға айтып отырамын, мынау Даниэльді байқа, Даниэльдің басы тесік. Бұл сенің басында тесік бар екен емес, сен қазақша түсінеді деген сөз. Бұл қазақтар сөйтіп айтады. Сондықтан байқа, қазақ біреуіне айтса, адам басы тесік десе, анау басқа ұлттың адамы қазақша түсінеді деген сөз ол. Көрдің бе? Иә, дұрыс. Жарайды, қандай мақал мәтелден? Тағы білім теңіз, мектеп, мектеп анау. Вот, я тебе еще раз говорю, тут серьезно. Жоқ. Кеме. Мектеп кеме. Мектеп кеме. Білім теңіз, мектеп кеме. Сосын андай басқа. Мына жерде мынандай мақалдарды жаттау керек. Негізінде менің методикам, менің әдістемем. Мына мәселен анау кеме дедің ғой. Өмір айдың көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, кезегімен өлінер, баяғыдай көрінер деген сияқты. Бір қаза болады ғой, қаза, похороны. Сондай кездерде айтылатын нәрселер. Менің методикамның несі, әртүрлі бір ахуалдар болады ғой. Той, туған күн, тұсаукесер, сонда бір айтылатын мақал мәтелдер бар. Соларды жаттап алу керек. Енді соны біліп алу керек. Сосын барған жерде соны қолдануға болады. Солай ғой енді. Иә, дұрыс. Ну вот видите, он-то понимает все, что вы говорите. Вот, и чё, какой у него уровень? Вот просто вот с вашей точки зрения Я не казахского знаю, языка. как у него уровень прекрасный. Не, если сравнивать с моим, то это, я не знаю, 1500 левел. То есть ты вообще крутой, молодец. Слава, Рахмет. Ауылға бұл. я просто счастлив. Вот казаху что нужно для счастья? Когда человек другой национальности говорит на казахском языке, это вот все. Нет, так Для казаха это счастье. Коньяке, мы с вами сколько Поэтому раз вот, обсуждали, да, что да. я когда был против, я наоборот всеми Он силами. говорит, я просто сижу, радуюсь. И Просто, я эту тему, вы знаете, я всегда не боюсь о ней говорить и считаю, что наоборот нужно говорить, да. И вот такие примеры, как Даниэль, я считаю, что они очень полезны, их нужно показывать. Пускай люди видят, но у меня еще такой вопрос, а ты вообще чем занимаешься? То есть у тебя какая, что? Основная профессия? Да, какая? Искусствовед в Жургенево. Все, чувак, я хочу от тебя ребенка. Смотри, он еще искусствовед. И что там, а это на каком это? Магистрант. Что здесь удивительно? А? Что здесь? Вот то, что он по-казахски говорит, это удивительно, а то, что он искусствует, меня абсолютно не удивляет. Ничего подобного. У нас, 80% страны, это юристы, финансисты, кто там еще там, эти тендербеки и прочие исты, понимаете, что у нас очень много искусствоведов. Это поверьте, в наше странное... Правильно, что в милицию или в суд не пошел. Нет, это было немножко бы интересно. Или в ГАИ там. Прокурор, да, Бастандырского района, вот так. Это казахские специальности. Да, то есть это, наверное, не нужно. Нет, это также удивительно, Коньяке. Почему? Потому что, ты зачем хочешь стать искусствоведом? То есть, ты что? Я связан с искусством. Ты тендер должен выигрывать, зачем тебе искусство?
У меня профильный предмет фортепиано. Бакалавр я по нему закончил. То есть ты в смысле у Я- нас еще и на фортепиано играешь? Да. Да что же это Да. такое-то сегодня? Я не могу, товарищи! Это нереально. Слушай, Слава, я вообще не понимаю ваше удивление, что он играет на фортепиано, и то, что он как бы этот самый. Самое удивительное во всей его личности, это то, что он на казахском говорит. Вы думаете? Конечно. Подождите, вы играете на фортепиано? Нет. Ну я тоже не играю, фига нам не удивиться, что он умеет играть коньяки. Вот. Нет, для меня, я объясню, у меня есть 1,5 класса баяна, вот, который я, как все нормальные люди, торжественно бросил, научившись играть дунайские волны. Те люди, я объясняю, те люди, которые закончили этот класс, научились играть там еще хотя бы что-нибудь, кроме дунайских волн, всегда вызывают у меня неподдельное, как сказать, ощущение. Почему я удивился, что он пошел работать на искусствоведа? Потому что я, когда закончил Академию внутренних дел, папа меня туда, вы знаете, за плохое поведение упек, я тоже хотел, наверное, быть искусствоведом, но мне стало страшно быть искусствоведом. Понимаете, он не боится быть искусствоведом в сегодняшнее время. Потому Понятно, что... я просто немного неправильно понял, я подумал, может быть, вы подумали, Даниэль, вот он как бы внешность. Нет. Он должен быть или профессиональным боксером, Нет, предположим, или нет, бегуном нет, там на длинной нет, дистанции, ничего. или там вообще на плантации работать Нет, и так далее. абсолютно не в этом контексте. Да-да-да. То есть, Все, я как бы, еще да. раз говорю, люди, которые овладели круто инструментами, у меня вызывают восхищение. Люди, знающие несколько языков, у меня вызывают восхищение. Почему? Потому что все, что я не... Вот вы написали книгу, которую люди за деньги покупают с огромным удовольствием, в магазинах ее ищут. Вы вызываете у меня неподдельное уважение и мое Кстати, восхищение. ваша книга решили не печатать? Почему? бумажно? Я ее опубликую пока в электронном виде. В Ну как электронном. пока, а потом кто ее будет покупать бумажно? Ничего страшного. Там, я посчитал, там все равно денег никаких не заработается. Вот. Так что, видите... Слава написал книжку тоже, чтобы разговаривали. Да, вместе. да. Нет, я ее пока в открытый доступ выложу, там посмотрим. Там следующую, я не знаю, как пойдет, ничего страшного. К Даниэлю вернемся. Сейчас сколько лет? 25. 25. Жургеневку уже закончил ты или В еще? этом году В заканчиваю. этом году заканчиваешь. Это у тебя в дипломе что будет написано? Магистрант Чего? искусствоведческих. Искусствоведческих, да? Искусствоведение, да. И вообще интересно, ты на стационаре учишься каждый день туда Нет. или заочно? Ну, сейчас она на втором курсе как бы заочно, потому что идет работа с диссертацией, я прихожу То есть ты туда только диссертацию да, сейчас пишешь? с научным руководителем. Красавчик просто. Вот вы говорите, что ты удивляешься. Я не писал диссертацию ни разу в жизни. И те люди, которые пишут диссертацию, меня вызывают пиетет. Вот понимаете, ну что мне делать теперь? Вот, надо радоваться таким людям. Сколько у нас? У вас много знакомых? Не, ну у вас, наверное, много знакомых, кто пишет диссертацию. Вы сами доктор, да, по-моему? Но, блин, Доктор, по доктор. больному я не защитил же докторскую. Ну так и писали. Не, в докторантуре я был, да. Ну вот, да, вот, Я- понимаете, вот, понимаете, один сидит, пишет диссертацию, второй доктор. Ну, он как бы... Не-не-не. Нет. И они говорят, конечно, им надо теперь не удивляться. А вот я удивляюсь, что тебе мне делать? Можешь вот сейчас взять Дом.ру, да, и вот с твоей точки зрения, ну вот сейчас по самочувствию можешь вот какой-нибудь тоже еще один куплетец нам сыграть вот и спеть? Казахша объединение. Конечно, Вот он сыграл же, да. значит, когда вот еще раз хочешь послушать, это как бы такая вот стандартная формулировка, надо говорить джуп после. Как? Джуп, Джуп? джуп после. Ну, он знает, да? Давай. Когда вот, например, часто, Да. слышишь, сыграл и Типа хочешь- на бис это, грубо Да. говоря, на бис. Джуп после. Это Казахстан не говорят там, казахтар айтпайды. Тағы бір рет айтып жіберші, тағы бір өлең айтшы. Джуп Да. болсын, значит, сыграй еще. Джуп На бис. болсын. Джуп болсын, да. Джуп болсын. Пускай будет пара. Давайте. Джуп болсын. На пару я перед тем, как сыграть, хочу вам предложить послушать то, что я собственное сочинение. Получается два стиля. Ты еще и на Современный казахском стиль языке сочиняешь. битбокс. Мгм. Нет, современный стиль битбокс я с игрой на домбре вот совместил. Музыкальный, да, стиль. Да, ритмический. Ну давай. Крупно важны.
шап. Нет, Нет. кюй отдай умеешь? Әрине. Гони. Вот, я вот это вот я Не, вот это то, что он сыграл, Да. это может по чесноку так сильно ударить. Найдутся обязательно люди, которые скажут, это же извращение как бы Не, казахского если национального честно, стиля. вот я В- прямо сейчас в- тут и в сижу, последнее понимаете? время- Я считаю, что этого не нужно Да-да, делать. в последнее вот, время- вот, понимаете, эти люди уже нашлись. Мне, пожалуйста, кюй отдай Курмангазы. Вот, мне не надо вот это вот. Консервативно. Да, вот, отдай, он его ничего. Прошу вас, маэстро. Вот, вот, это моя любимая. Оп! Да. Эй! Ну, у меня ничего страшного. Вот это скажи. Выйди! Шап! Круто. Здорово. Выйди! Молодец. Браво, браво. А у меня вопрос возник. Угу. А, Какие, это самый дурацкий вопрос, который задают журналисты творческим людям, да, то есть какие творческие планы? У нас проводятся собрания каждую неделю по воскресеньям. Нигерийцы встречаются, отец мой председатель этого сообщества, и рассказывает о своих делах. Так как он самый долгожитель здесь в Алмате, получается, он поддерживает, старается друг другу помочь, где-то трудности, там, или даже отдых запланировать. Также празднуется День Африки, День независимости Нигерии здесь. И казахские тоже праздники, Курбанай тоже празднуем, выезжаем. Ну, вот сейчас новый бизнес. Да, вот, жақында Курбанай болады. Тойлаймыз. Ойлаймыз, намысқа Иә. шешеміз. Вот, и Қандай хочется, қандай тілектерді айтамыз? мол болсын, денсаулығымыз зор Иә, болсын, ақмол болсын дейміз. ақмол Келе болсын. жатқан мерекеміз қалай аталады? Ұлыстың Ұлыстың ұлы күні. Да. Не, я на Наурыз как-то выучил стих на казахском языке. Вот он так, по-моему, начинается. И там идут как пожелания, там скота желают, да, что вот мол был сын, да, там, ақмол болсын. да, акмол был сын, да, то есть это прямо, я помню, ну вот этот стих, сейчас вот я его на память не это, он как вот такой, как поздравление на Наурыз. Вот кто-то знает, знаешь его полностью? Ну-ка расскажи. Не знаешь? Нет, там она идет, ну как стих он. Вот, и вот эти пожелания, но я как бы там очень сильная энергетика. То есть я вот точно помню, что там и заканчивается это, ну это же как Новый год, это обновление, да. Я Наурыз вообще очень люблю. Очень такой светлый, хороший праздник. Кстати, мы вот выходим в преддверии Наурыза, я думаю, мы на этой неделе, да, ну что тут осталось уже. Вас, дорогие наши зрители, мы поздравляем с этим праздником. И он очень добрый, очень светлый. Обычно люди на природу выезжают, Наурыз, Коже. Обязательно, я знаю, вот всегда такой небольшой закончик, вот было бы неплохо. И вот маленькие ягненочки, там вот только вот которые народившиеся. А потом должно быть обязательно алтыбакан, то есть чтобы вот на котелях катались. А потом обязательно должно быть, чтобы было казахша курис.
Почему? Yes. Потому что как бы, ну, это спокон веку, как бы люди приезжали и мерились как бы силой, да, и людям было интересно. То есть, ну, он такой добрый. И вот всегда вот у меня Наурыз, вот я почему Курмангазы-Кюй попросил сыграть, да, у меня почему-то вот с детства вот эта картинка, что вот какой-то праздник, играет вот этот Адай, вот Наурыз, вот эта весна, Баусаки, понимаете, Наурыз, вот этот Хоже, вообще. Я Наурыз, это мой любимый праздник, очень люблю. Да. Мен де бір-екі ауыз сөз айтып кетейін. Келе жатқан наурыздарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл тек қана құт береке келетін болсын. Ақмол болсын, наурыз құтты болсын. Вот. Аминь. Вот. Вот. Хорошо. Касательно, а что вот сейчас у нас немножко проговорилось, да, вот что на литературе воспитан, да, какие вот литературные произведения, просто сейчас существует такой, я не знаю, флер какой-то в обществе, что молодежь у нас не читает. Ты вот как вот вообще с литературой? Ну, последнее прочитанное мое произведение — это Эрнест Хемингуэй «Прощай, оружие». Ну, фига мелочиться, да, вот прям так вот, да. А вообще вот какие твои любимые писатели? Молодец, прям. Ну, «Мастер и Маргарита», Булгаков, конечно, да. тоже Булгаков. Потом Generation P. Да, это Есть. этот Пелевин, Да, если не да, ошибаюсь. да, Ага. Интересная Вот. тоже. Ну, Разносторонняя литература на самом деле. Допустим, зацепив книгу случайно Джека Лондона, да, я начал все его томы прям вот перечитывать, съедать. Настолько сильные, мощные персонажи. Мартина Идена читал. Мартин Иден, Мозг да. он выносит вообще на нет. Жестко. Потом вот эта вот женщина, как там, девушка как бы Маленькая большого хозяйка особняка. большого Да, дома. Да, Правильно, вот вот такой очень крутой, где она застрелилась в конце. Да. Да. Это... Вот такие вот рассказы. Да, Я их держи даже за Джека перечитывал. Лондона еще тебе отдельно. Слушай, я не что такое? О Генри читаешь? О Генри? О Генри. Еще не дошел. Ну вот человеку везет, да? Это будет для тебя такое открытие, такое наслаждение получишь. Вот для меня как бы из англоязычных вот на одном полюсе это Джек Лондон, это белое безмолвие, Да. белый клык, там суровое такое, этот самый. И с другой стороны, вот у Генри это такой искрометный юмор. Вообще в каждом рассказе как бы идет какая-то фабула, как бы развитие событий, и концовка всегда неожиданная. Вот до чего как бы этот самый. Но у Генри, я просто тебе по-хорошему завидую, для тебя будет такое как бы наслаждение прочитать. Открыть новое. Да, открыть новое. А когда начинаешь с казахами на казахском языке разговаривать, как они реагируют? Потому что вот я объясню, я когда в магазин прихожу, говорю, там, ну, я не знаю, там Карлутан, да, там, ну, просто здороваюсь, они, ну, продавщицы, они все равно, ну, немножко удивительно смотрят, потому что, ну, надо полагать, таких немного, да, Да. вот. Но учитывая твои, как говорится, нигерийские корни, я думаю, что когда ты начинаешь говорить на казахском, они вообще в осадок выпадают, то есть, потому что, ну, они на нас-то, в смысле, удивляются, да. По-разному реакции Ну-ка, вот бывает. расскажи, как. Ну, некоторые, конечно, большинство удивляются. Некоторые находчивые отвечают мне на английском языке. What do you want to buy, for example? Да. Вот. И как бы у нас такой вот обмен информацией. Англо-русско-казахский потом получается. Вот. Иногда, когда я учил казахский, я независимо от национальности, да, разговаривал на казахском, вот, принципиально с любыми людьми, даже русскоязычные, я ему на казахском отвечаю. Но как вот и вы, Слава Неруш, тоже понимают люди. Нет, что не понимают? Ну, Нет, понимают, насколько есть. я много слов знаю, просто там у меня еще вот этот тумбр. Во-первых, я думаю, почему я вот бегло, допустим, не говорю на казахском сегодня. Во-первых, у меня недостаточный словарный запас, это очевидно, да, то есть их надо еще выучить, я думаю, там штук 300. И тогда, и второе, психологический тумблер. То есть слова можно выучить сидя дома, да, тут психология ни при чем, это надо усидчивость и просто, даже не желание, а просто усидчивость. Потому что многие вот в школе все учили английский, да, но кто может на английском бегло говорить? Ведь понимаете, мы же раздолбаи, то есть это относится ко всем, вне национальности. Раздолбай это международное, я считаю, понятие, да, оно межнациональное понятие, раздолбай. Мы все учились, я окончил школу, я плохо говорил на английском языке, но потом в институте я уже довел
допилил, как говорится, вот эту штуку, и потом я уже стал беглым. Сейчас, может, чуть-чуть подзабыл, раньше говорил лучше, да? Вот. Тут то же самое и здесь. Основная проблема, мне кажется, людей, я же вот сам через это пережил. Вначале у тебя такой, ну, как у меня было, я где-то 1,5-2 месяца сильно упал на казахский язык, на изучение. Потом потихоньку, раз вот этот вот могучий порыв, шашкой наголо, он, ну, там, жизнь же, семья, там, ну, мало ли что, да, как у всех. Чуть-чуть сбросилось, но потихоньку все равно что-то там я смотрю, изучаю. Потом раз, новый виток произошел. То есть нужно вот тем, кто собирается изучать любой язык, не в казахском дело, у тебя не будет вот этих блицкригов, это марафон. Вот, это год такой работы с разной динамикой, как говорится, ну не можно год учить прям вообще вот, ну это я не знаю, таких идеальных условий, по-моему, никогда не будет, да и человек не выдержит, мне так кажется. Поэтому Не только к языковым изучениям относится, также и к игре, допустим, на дамбре. Если я пару дней не поиграю, я также бегло не смогу исполнить. То есть руки забывают. Каждый день. Каждый день По часу минимум. Ну, я знаю, что ты сейчас активно выступаешь там на мероприятиях. Расскажи немножко об этом. То есть там на концертах. Да. Недавно вот был зарегистрирован мировой рекорд по приготовлению самого большого лагмана в мире. Так. Это происходило на Надеюсь, это не ты сделал, Даниэль, потому что, ну, это уже было бы слишком, понимаешь? Вот, это не ты, да, Это делал? зарегистрирован, Нет, и представители Гиннесса приезжали, Да, да? представители Гиннесса с Лондона. Не, подожди, ты какое к этому отношение имеешь? Я проводил это мероприятие. То есть вместе. ты был как ведущий, да? Да. Все, Да. я понял. Потому что, Качестве ведущего. ну не, с него станется, что он бы сейчас сказал, что я приготовил самый длинный лагман в мире, я бы уже, не удивился ничему. Там более 50 поваров участвовали в этом ремесле. И потом в последующем был раздан всем гостям, всем зрителям, которые пришли поддержать вот это вот мероприятие. И вообще здорово получилось. Ну, то есть тебе, получается, нравится выступать на сцене как ведущим? Да, правильно? да, я чувствую себя комфортно, мне нравится передавать энергию, допустим, вот та энергетика, вот, с которой вот люди приходят, я, получается, отражаю им же только удваивая ее. Получается, вот такой вот оборот идет. И, конечно, поначалу бывали такие моменты, когда думаешь, как что будет, или качели, понимаете, думаешь, хоп, энергетика где она, что, как-то теряешься. Да, или на қазақша сөйлегенде анау қателер жасап жатырмын. Бірақ жалғастырамын. И жалғастырып кезде уже екінші бөлім бастаса, уже еркін сөйлеймін, еркін тұрамын, уже чувствую энергетику, уже чувствую работу с людьми. Вот мне вот в психологическом моменте вот именно эти вещи вот Әрине, ол нравятся. енді неге байланысты ғой. Адам кейбір кезде шешіліп сөйлейді, жақсы адамдарға байланысты, саған қарым қатынастары, олардың саған қарап жатқан нелері қалай. Қазақтың тойларында мынандай нәрсе бар, үлкендер көп сөйлейтіндері бар енді. Бір сөйлеп бастағанда, өзің бала шағынан бастап, 70-тегі, солай, анау жылы, осындай болған деп, оларды қалай тоқтатып жүрсің сен? Бір мақал айтып жатырмын. Аз сөз алтын, көп сөз көмір деп жатырмын. Не, ну а что? Жақсы. Он сейчас сказал, көп сөз, много слов, искусство, да? Ну вот я понимаете... Аз сөз алтын, да. ну, мало слов, как бы, это золото. И... Много слов искусства. Много слов, Уголь. көмір. Көмір. Да. Ну, как бы... Все. Да. Ну видите, я в любом случае, Не, это, видите, вот... я сейчас по контексту понимаю. Да, то не, есть- я его спросил, как бы, любят часто как бы многословные такие тосты Да, говорить, да, там да, выходит академик и говорит, как он защищался, Да, там, да. начинает- наверное, как в институт Ну, поступил. да, начиная с своего начиная с своего детства, я говорю, и так далее. Я говорю, это проблема для ведущих. Каким образом, говорю, Даниэль, останавливаешь? Он говорит, вот я привожу такую пословицу. Ну здорово, это же действует, когда человек, как бы, как раз такую пословицу к месту сказать, самое главное к месту сказать, да? Ну, смотри, И она кому, как- а то там еще Да. можно деньги потом вернуть. Вот. Ну, я что хочу сказать. Получается, что все, что мне о тебе рассказывали, это более чем правда.
И я, как сказать, ну, мне сказали, вот, слушай, есть такой вот талантище. Я говорю, да блин, не может быть. Ну, я говорю, ну, убедиться же очень легко. Нужно позвать Даниэля, нужно позвать Канике, чтобы он протестировал знание казахского языка. Вот, тебе спасибо, что пришел на интервью, Канике, вам спасибо. И закончим уже по принципу триединства, еще какой-нибудь хорошей мелодией, вот, и какой-нибудь, знаешь, вот, я не очень понял первую, да, вот, песню, да, то есть, но, судя по всему, она дошла словами вот до вас. И давай сейчас что-нибудь такое еще душевное, вот, без вот этих только барабанов, вот, давай классику, пожалуйста. Вот. Я, короче, противник. Ортодоксальный казах. Так точно, да, Ортодоксальный я такой, я нагрыз, мне не надо вот это, вот, ничего не надо, вот, мне. Мелодичный, может, күй көңіл толқыны орындаймын. Нравится вам темповой. Вы там слова. Давай, огонь на свой вкус. Хороший, светлый паренек. Вот я передаю энергетику, от него, правда, хорошая энергетика идет. Я вот сейчас, ну, не обманываю, да, то есть он такой вот, он как лампочка сидит, понимаешь, и светится. То есть таких людей, кто бы, ну, дарил вот какие-то такие хорошие положительные эмоции, на самом деле у каждого человека немного. Вот, поэтому вот, я думаю, у него все хорошо будет. Ну, спа, какие? Выйди! Рахмет. Көп жақсы.